15 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на первом заседании Совета по науке, образованию и инновациям при президенте Республики Таджикистан. Основной целью создания Совета является решение имеющихся проблем в сфере науки, образования и инноваций, содействие развитию этих жизненно важных сфер общества. Было подчеркнуто, что начиная с 2000 года до сегодняшнего дня сфера науки и образования в государственной политике считаются приоритетными направлениями. Относительно реформ в этих сферах был принят ряд соответствующих документов. Принятие программы развития точных наук Республики Таджикистан на 2005-2008 годы стало первым серьезным шагом на пути изучения фундаментальных наук, а также открыло широкие возможности для большего привлечения молодежи и подростков к освоению естественных и математических наук. Были приняты постановления правительства страны о стратегии Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2007-2015 годы, о правилах формирования, экспертизе, утверждения, финансирования и реализации научно-технических программ и проектов и ряд других документов, каждый из которых способствовал развитию того или иного сектора сфер науки и образования в стране. В связи с решением правительства об избрании 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны было подчеркнуто, что для достижения этой цели прежде всего необходимо обеспечить тесную и эффективную связь науки и производства, широкое использование современных технологий, научно-технических достижений и инноваций в промышленности страны. Следует отметить, что в последние годы правительство Таджикистана взяло курс на продвижение инноваций в стране, формирование эффективной инновационной системы, направленной на повышение технологического уровня и конкурентоспособности производства, вывод инновационной продукции на внутренние и внешние рынки, импортозамещение, социально-экономическое развитие. Это способствует достижению национальных стратегических целей, обеспечивает правовую и экономическую основу. С целью улучшения ситуации и укрепления интеллектуального потенциала общества 2020-2040 годы объявлены 20-летием изучения естественных, точных и математических наук в области науки и образования. Для реализации этой инициативы ежегодно проводится конкурс «Наука светоч просвещения». Основная цель этих инициатив – формирование научного мировоззрения общества, развитие технического мышления, укрепление связи науки с производством и, конечно же, привлечение молодежи к изобретениям и инновациям. Относительно учреждения телеканала «Наука и природа», который по непосредственному поручению главы государства был создан и запущен, президент страны с уверенностью заявил, что этот канал внесет весомый вклад в пропаганду науки и инноваций, образовательных достижений, популяризации неповторимой природы Таджикистана и его природных ресурсов, а также в реализацию программы 20-летия изучения точных, естественных и математических наук 2020-2040 годы. В заключении президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность, что все эти инициативы не только существенно улучшат систему управления отраслью и свяжут отечественную науку с производством, но в целом будут способствовать дальнейшему развитию науки, образования и инноваций в нашей стране. 15 апреля во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял действующего председателя Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, министра иностранных дел Королевства Швеции Ан Линде. На встрече был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Королевством Швеция, а также отношений в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе. Стороны сочли необходимым укреплять и расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, в том числе политики, межпарламентских отношений, экономики и торговли, образования, безопасности и изменения климата. В ходе встречи стороны сосредоточили также внимание на решении актуальных вопросов предотвращения и устранения угроз и вызовов современного мира, таких как борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, кибер- и транснациональной организованной преступностью. В свою очередь, министр иностранных дел Королевства Швеции подчеркнула усилия таджикской стороны по выполнению своих обязательств перед организацией, а также ведущую роль нашей страны в продвижении глобальных водных проблем и поддержала инициативу уважаемого Эмомали Рахмона об объявлении 2025 года Всемирным годом защиты ледников.
Люди, имеющие отношение к развитию науки в Таджикистане, отметили свой профессиональный праздник. В данном контексте в столице был открыт новое телевидение «Наука и природа». Телеканал «Наука и природа» поручил учредить президент страны уважаемый Эмомали Рахмон в марте прошлого года. Решение об образовании нового телеканала было подписано правительством страны уже в августе. Сегодня с уверенностью можно говорить о развитии химической науки. Большим достижением является установка Аргуса, что позволяет развивать теоретическую физику в Таджикистане. В 90-е годы Аргус не функционировал, а с 2013 года усилиями таджикских ученых при поддержке правительства Республики Таджикистан был полностью восстановлен. На нем проводятся опыты, необходимые в теоретической физике. Это очень редко для Центральной Азии. Долгосрочные перспективы указом президента Республики Таджикистан 2020-2040 годы объявлены 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования, что даст толчок развитию этих довольно важных сегодня научных направлений. В преддверии Дня столицы и с целью достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан на улице Маяковского района Сино столицы сдан в эксплуатацию Центр обслуживания и торговли Аминджон. Центр обслуживания и торговли был возведен в современном стиле и состоит из салона красоты, центра торговли, швейного цеха. В настоящее время в центре 25 человек обеспечены постоянными рабочими местами. В будущем ответственные лица намерены увеличить количество рабочих мест расширением деятельности других секторов центра. Напомним, что по инициативе и при постоянной поддержке председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали в 4 районах столицы расширяются работы по строительству и благоустройству в честь 30-летия государственной независимости Таджикистана. В городах и махалях строятся и сдаются в эксплуатацию современные центры обслуживания и торговли. С целью создания необходимых условий для привлечения иностранного капитала, новых технологий, оснащения современной инфраструктуры, оказания помощи в процессе занятости населения и создания новых рабочих мест, а также для обогащения внутреннего и потребительского рынка промышленной продукции, повышения и улучшения жизненного уровня населения были приняты Закон Республики Таджикистан о свободных экономических зонах и положение о свободных экономических зонах страны. Согласно данным с Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, в 5 свободных экономических зонах Таджикистана приняты на учет 60 отечественных и зарубежных компаний, 22 из которых в настоящее время выпускают продукцию. 11 из них размещены в свободной экономической зоне СОК, 9 предприятий в свободной экономической зоне Донгара и 2 предприятия расположены в свободной экономической зоне Пянч. Субъекты, размещенные в свободных экономических зонах Таджикистана, в течение 2 месяцев текущего года произвели продукцию на сумму около 35 миллионов самани. Только предприятия свободной экономической зоны Донгара выпустили качественную импортозамещающую продукцию на сумму 4,7 миллионов самани. Свободные экономические зоны республики при правильной организации процесса производства могут послужить основой развития национальной экономики республики, ее внешней торговли и прямых иностранных капиталовложений, а также основой экономической политики и изменений в стране. Работники государственного лесного хозяйства Муминабадского района Хатлонской области в пригодном для выращивания шиповника горной местности при активном участии жителей района высадили кусты этой полезной и лечебной ягоды и организовали большой новый сад. До настоящего времени в горной местности Чельдухтару на площади 10 гектаров выращен сад, который в недалеком будущем принесет плоды и возможность по экспорту полезных ягод, а также поможет организовать специализированное лесное хозяйство по выращиванию шиповника и создать новые рабочие места. С учетом хороших биологических качеств и природных условий, а также по рекомендации специалистов аграрной отрасли, выращивание является прибыльной отраслью. В соответствии с планом мероприятий Агентства по лесному хозяйству при правительстве Республики Таджикистан в ближайшие годы на территории Хатлонской области площади новых садов по выращиванию этих полезных ягод должны быть увеличены. В
Махале Дехибулу столичного района Сино при непосредственной поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе совместно с общественной организацией «Ирода» для детей и подростков с ограниченными возможностями был открыт центр профессионального обучения. На церемонии открытия со стороны ответственных лиц было отмечено, что правительство Республики Таджикистан всегда заботится об уязвимых слоев общества, особенно о детях, подростках и молодых людях с ограниченными возможностями. В ходе мероприятия родители-активисты, дети которых больны с аутизмом, рассказали о повышении осведомленности об аутизме, защите прав детей с аутизмом, создании благоприятной среды и улучшении их качества жизни. Путем открытия подобного центра у детей и подростков с аутизмом появилась возможность заняться любимым делом. В центре проводится обучение различным профессиям из числа кулинария и шитье различных видов одежд. Нужно отметить, что общественная организация «Ирода» основана по инициативе родителей детей с аутизмом в 2011 году и объединяющая в общей сложности 200 детей с данной болезнью.